В глубине Центральной Азии, в уйгурской автономии, в этом чрезвычайно засушливом внутреннем регионе, удаленном от океана, преобладает типичный континентальный сухой климат. Пустыни и степь занимают большую часть этой земли. Крупнейшая внутренняя пустыня в Китае, Такламакан, по площади уступает в мире только одной пустыне. Это африканская пустыня Сахара. Река Яркенд, берущая начало у величественного Кунлуня, является материнской рекой для пустыни Такламакан. В Центральной Азии, изрезанной пустынями и степями, Характером всегда называли породителем всех гор и источником всех вод. Характером начинается на западе от Вахханского коридора в Афганистане, граничит с хребтом Гиндукуш и заканчивается на юге у перевала Конка, между Китаем и Индией. Характером известен как место сосредоточения самых высоких гор в мире, обладающее самой развитой системой ледников. Его главный пик Чигари высотой 8611 метров является второй по высоте вершиной мира после Джомолунгма. Ледник Инсигиата на северном склоне Чигари протяженностью 40 километров является самым длинным современным ледником на территории Китая, а также материнским истоком многих рек пустыни Такламакан в уйгурской автономии. 也是新疆塔克拉玛干沙漠上众多河流的母亲源头。因苏盖提冰川的皑皑白雪 Белоснежная вода ледника Инсугиаты превращается в ручейки, собираясь в реке Яркенд, которая затем устремляется с гор Кунлунь на север, в бескрайнюю пустыню Такламакан. Текст этой песни хорошо отражает взаимосвязь воды и экологии в пустыне. Горная талая вода становится рекой, река орошает оазисы, оазисы взращивают все живое. Река Яркенд питает земли и жизнь людей в пустыне. Длина более 1000 километров, от истока до слияния с Аксу-Дарьей, и в конце впадает в реку Дарин. Основной источник воды для оазисов Южного Такламакана – полив хлопка, пшеница, фруктовых садов. Маркет – небольшой уездный городок, окруженный пустыней Гобе с давних времен основным способом передвижения для людей здесь были лодки на реке Яркенд. 78-летний Нур Курбан проработал лодочником на реке Яркенд всю жизнь, до выхода на пенсию. Suның ки өлнешіге қадап сарамыз өкеміне. Соның өлнешіге қадап нәдін нәрсасақ шықыды. Шыны пиларлап сарамыз бол, пиларлап самсақ ақанчы жыққа дем сасын, ол бәл жайғы шықмайды. Ашы рол ай пұтымызның қолы шу. Оның кі ролы жоқ. Ай қады олан, пұт мұнда маңыда, мәңіп шыны таңышеп, маңымыз. Мұшы үкіметтің ки кемесі оғалығы өштен әден 5 сыныпта. Бір атық. Harva 5 moçen. После того, как через Яркенд был построен мост, паромное сообщение прекратилось. Однако старинное ремесло лодочника на реке Яркенд продолжает жить. В основном, как прогулочные экскурсии и ловля рыбы, которую жарят прямо на берегу, на костре в собственном соку и запахом дыма. Ученики Курбана по-прежнему хорошо известны в выезде маркет. Сейчас они в основном занимаются бизнесом,
связанным с охотой, рыбалкой и экскурсиями. Kebap kaçtın bilmem ne ya, açmış böyle mi daha? Ha? Kebap kaçtın bilmem ne ya. Ya. Ben o kalkanlar kadar mezle bunun yakınca geleceğim. Müslüman hem yanım baktı. Каждый день люди приезжают, чтобы прокатиться на их лодке, посмотреть, как они ловят рыбу, а затем на песчаном берегу реки попробовать знаменитую жареную рыбу на реке Яркенд и веселиться. В глазах приезжего каждая капля воды реки Яркенд кажется такой прекрасной, наполненной благодарностью и утешением людей. Однако, когда вы хотите найти подтверждение этим восхвалением реки Яркенд, никто не может сразу дать ей такое определение. Чаще всего говорят, что река Яркенд – это река с характером. Пожилой Нур Курбан больше всего любит рассказывать гостям истории. Чаще всего он рассказывает легенду о реке Яркенд, историю о герое, передаваемую местными жителями из уст в уста. В древние времена в пустыне не хватало воды, и один герой отправился в горы Кунлунь искать источник воды для людей. Он преодолел множество трудностей в горах и, наконец, нашел бессмертного святого Кунлуня, который подарил ему волшебную тыкву, наполненную водой, и сказал ему встать на самое высокое место и вылить из нее воду, тогда хлынет поток воды. Он поспешно взобрался на вершину Кунлуня, и в том месте, где он опрокинул волшебную тыкву, сразу же забил чистый родник. Но поток был слишком мал. В нетерпении он бросился со скалы, упав в журчащий родник. И в тот же миг этот родник превратился в бурлящую реку с волнами. Из этой истории мы все же слышим другую оценку реки Яркенд. Эта река очень стремительная. Какой же она бывает в своей стремительности? Нам придется начать с истока этой реки. Бурунмуза – небольшая деревня в горах Характером, близ истока реки Яркенд. Эта деревня первоначально входила в состав Ташкурган-Таджикского автономного уезда. Но сейчас, после того, как 90% населения переселилось, в деревне повсюду руины, сельская администрация уже давно упразднена, и имя Бурунмуза постепенно забывается людьми. Вся причина в том большом наводнении, что случилось 2 августа 1999 года. Дамир, таджик, ему 67 лет. В 1999 году он был членом спасательного отряда во время катастрофического паводка в Бурунмуза и стал свидетелем того бедствия. Это одни из руин, разрушенных наводнением тогда. Каждый год в Дамир возвращается в эту маленькую деревню, чтобы вспомнить и почтить память трагически утраченных земляков. То бедствие оставило ему самые незабываемые воспоминания в жизни. Айниса – одна из немногих жительниц, оставшихся сейчас в деревне. Во время паводка из всей ее семьи в 5 человек в живых осталась только она. Тогда в этой семье старик и его внучка, после того, как дом обрушился с той стороны, их сразу придавило, и они погибли. Вода хлынула отовсюду. В доме было 2 пожилых. Те руины до сих пор существуют. Большинство тел было найдено, некоторые откопало, некоторые унесло на 1-2 километра. После наводнения все переселились на новое место, в поселок Абате. Но Айниса твердо решила остаться, чтобы быть рядом с ушедшими родными. Я тогда решила остаться, чтобы быть со своей семьей. Каждый раз, когда Дамир приезжает в Бурунмуза, он навещает эту вызывающую сострадание женщину. Навестив Айнису, Дамир сразу же отправляется в Абате,
нынешнее место переселения жителей Бурунмуза. Там живет семья, о которой он беспокоится с момента того паводка. Это Турсун, сельчанин, который, словно брат, бок о бок с ним самоотверженно работал в спасательных операциях во время бедствия. Абате. На таджикском языке это означает «процветание и изобилие». Река Яркенд внизу, на равнине, и уже ничего им не угрожает. Этот небольшой оазис, орошаемый рекой Яркенд, теперь называется Абате. 90% жителей деревни Бурунмуза живут здесь теперь. Бывшие скотоводы теперь стали земледельцами, спустились с гор на равнину, из высокогорного опасного места, в обширную спокойную равнину. Одно стихийное событие на реке Яркенд кардинально изменило судьбу людей Бурунмуза. Но неизменным осталось то, что они по-прежнему пьют воду Яркенда, а земляки могут часто собираться вместе. Особым, свойственным таджикам способом они чтят ту маленькую горную деревушку, что не дает покоя их душам. Наводнения, как лютый зверь. С древнейших времен паводки были одним из самых страшных для людей бедствий. Во всей истории человеческой памяти наводнения самый неизгладимый черный образ. А река Яркенд как раз одна из тех рек, что склонны к внезапным паводкам. Во время нашего обратного пути по Яркенду мы показали фильм «Хроника наводнения 99-го года». Все эксперты собрались перед телевизором посмотреть. Посмотрели и было потрясены. Говорила, не ожидала, что река Яркенд во внутриконтинентальном засушливом районе может сравниться с пиком паводка на Хуанхэ в сезон дождей. Русло реки Яркенд наносное, песчаное. Такое русло наши эксперты называют блуждающим. Само свойство рек – 30 лет течет на восток, 30 лет на запад. Маленькая деревня Патмукаша вплотную прижалась к реке Яркенд. Несколько километров ее береговой линии ежегодно становятся для жителей деревни местом борьбы за жизнь и смерть. Патмукаша на китайском означает «бесконечное нагромождение камней». Каждый паводковый сезон, когда река выходит из берегов, все жители деревни, от мала до велика, выходят на работу. С кольями, камнями, хворостом и другими материалами они укрепляют дамбы, чтобы защитить деревню от затопления. Сейчас ранняя весна, река Яркенд тихо журчит, легкий ветерок ласкает лицо. Эта мягкая, мирная картина радует Турафа Махмуча, кадрового работника деревенского комитета Патмукаша. Однако во время паводка река Яркенд показывает совершенно другую сторону своего характера. Бурная, ревущая, несущая разрушение. Раньше, во время крестьянских противопаводковых работ, ветки на осла навьючишь и везешь. А крестьян. Раньше, во время крестьянских противопаводковых работ, ветки на осла навьючишь и везешь. В деревне Патмукаша в каждом доме есть ослиная повозка, транспорт, которым пользовались их предки. Во время борьбы с паводком почти каждый берет с собой ослиную повозку, чтобы везти ветки, булыжники, песок, инструменты. Даже эти ослы хорошо знают дорогу к противопаводковым пунктам. Конечно, самое большое, что мы пережили, стоял на укреплении, смотрел, как гребень паводка Яркенда идет вниз. Звук, как у поезда. Грохот. В пределах 2 метров не слышно, что говорят. Волна высотой метра 3-4. Вся верхняя часть — серая линия паводка. Когда водяная пыль поднималась, за пределами русла была видна линия паводка. Паводок 99-го года стал испытанием для всех работников водного хозяйства Яркенда. Из-за особенностей местности во время паводка, прихода большой воды, при отступлении большой воды, главное – обеспечить безопасность крестьян. Поэтому работники водного хозяйства и противопаводковые рабочие все одинаково шли на передовую.
Во время паводка 2008 года боролась 3 часа. Многих сносило бревном. Тогда руководитель говорил: «Не лезьте, это опасно». Но все таскают бревна, чтобы забивать колья. Работа противопаводкового работника непростая. Во время катастрофического наводнения выезда Маркет в 1999 году всех мужчин деревни отправили удерживать воду. Они продержались в паводковых водах несколько дней и ночей. Все любят ходить в гости в дом к уйгуру Турджи Шухрату. Очень нравится вместе проводить время. Он любит слушать уйгурские песни и танцевать, бить в даф или барабан. Жизнь течет просто и радостно. Когда люди с берегов Яркенда собираются вместе в танце, кажется, что и Араза из Яркенда ликует в празднике. Источник всех вод, чрево ледников, сверкающие горы Характерома. На этом фоне река Яркенд течет безостановочно, вечно. Кажется, у нее нет конца. Ее пристанище прекрасно и глубоко, туманно и безгранично. Своей необузданной жизненной формой она завершает в природе свой шедевр эстетики.